Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда, в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией с вами. По традиции, в начале несколько новостей из жизни республики и, может быть, России. Почти 50 тысяч жителей региона зарегистрировались в системе ГТО. Знаки отличия за выполнение нормативов получили 7 тысяч наших земляков. Самые активные районы по реализации комплекса Инта, Вуктыл и Удара. Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физкультуры и спорта региона Николай Бережной, сообщает пресс-служба главы. По словам министра, интерес к ГТО растет как среди молодежи, так и людей более старшего возраста. В 2017 году количество северян в базе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» увеличилось вдвое. Для реализации всероссийского комплекса в регионе функционирует 23 центра тестирования. Республика занимает уверенные позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации. В самый короткий день в году, 21 декабря, в России в 4-й раз пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино». Уже во 2-й год подряд в акции будут участвовать и Республика Коми. В рамках Дня короткометражного кино 2017 более чем в 50 регионах России в период с 15 по 25 декабря пройдут показы некоммерческих программ короткометражных фильмов. В республике показы пройдут на 6 площадках в государственных кинозрелищных учреждениях. В Сыктывкарском центре досуга кино «Октябрь», в кинотеатре имени Горького в Печоре, в кинотеатре «Современник» в Жешерте, в Ижемской межпоселенческой клубной системе, в кинотеатре «Мир» села Визинга и в Прилузском межпоселенческом центре досуга и кино. Так что, уважаемые любители кино, насладитесь. Бесплатное мобильное приложение, вот уже новость российского масштаба, проверка маркировки товаров появилась в России. Теперь каждый покупатель может проверить легальность маркированного товара с его помощью. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Google Play, сообщает Федеральная налоговая служба. Приложение считывает QR-код с чипа и в течение нескольких секунд выдает на экране информацию с результатом проверки и описанием товара. Если покупатель увидит расхождение в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки или не найдет информацию о проверяемом товаре, он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Сообщение рассмотрят контрольно-надзорные органы власти. В настоящее время с помощью вот этого приложения проверка маркировки товаров можно проверить легальность продаваемых лекарственных препаратов и меховых изделий. Видимо, это то, что более всего нам, конечно же, необходимо. Особенно меховые изделия. Ну и теперь, друзья, к основной теме эфира. Для начала начнем с новости. Судебные приставы Республики Коми в рамках акции «В Новый год без долгов» продолжают выходить в рейдовые мероприятия по взысканию алиментов. Так, судебные приставы Ижемского района добились исполнения решения суда о взыскании алиментов на сумму 263 тысячи рублей. Опасаясь последствий принятия комплекса мер принудительного исполнения, на следующий день должник явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность по алиментам вот в той самой сумме, которую я озвучил. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Как вы поняли, сегодня мы как раз и будем говорить о работе службы судебных приставов нашей республики. Если у вас есть к ним вопросы, звоните нам в эфир 46 90 60 наш телефон, и я представляю вам нашего гостя. Сегодня с нами в студии Андрей Торхов, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми и главный судебный пристав нашей республики. Андрей Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Ну, давайте уж, раз мы начали говорить об этой акции «В Новый год без долгов», вот я читал в новостях, что есть 3 таких даты, когда будут проходить рейды. Скажите, пожалуйста, когда вот были первые рейды и сколько они будут длиться вообще? Директором Федеральной службы судебных приставов было принято решение о проведении таких акций по всей Российской Федерации. То есть у нас в несколько этапов. То есть первый проходил у нас 11 числа, 18 числа, 25 числа. 14 также был рейд по взысканию заработной платы. И получается сейчас 18 и 25 числа остались еще 2 рейда. По результатам вот первого рейда 11 декабря, чему, как бы сказать, если можно так образно говорить, был посвящен, что делали в этом рейде? Ну, у нас как бы затрону все рейды, то есть у нас первые рейды были по взысканию алиментам заработной платы, дальнейшие рейды были по взысканию фискальных платежей, то есть те, что взыскания идут в пользу бюджета Российской Федерации. По алиментам и заработной плате социально значимая категория, то есть там, где люди не получают денежных средств на содержание ребенка, либо не получили свою заработную плату за отработанные.
Поэтому мы максимально активизировали категории. То есть один пример вы привели, вот взыскали 263 тысячи сразу же с должника, который не платил своему ребенку. По заработной плате там еще один пример, я не знаю, публиковали его, уже нет. Также в Ижемском районе был арестован автобус у организации, которая не выплачивала заработную плату. И тоже, если в установленный срок она не оплатит денежные средства, то этот автобус будет реализован и выплачены деньги людям. По фискальным платежам тоже отработали порядка более 4000 исполнительных производств. Выходили в адреса, в том числе физическим лицам, и взыскали живыми деньгами порядка 1 миллиона только в ходе самой акции. Ну, само собой, еще люди будут приходить оплачивать это еще на протяжении, то есть до конца декабря. У них возможность есть. И еще у вас осталось 2, да, по-моему, рейдовых Да, еще мероприятия? 18 числа по ТЭКам будет и 25 числа будет по приостановлению деятельности. То есть там, где приостанавливают, как правило, МЧС и так далее, то есть там, где есть опасность жизни и здоровья граждан. То есть дополнительно проверим еще эти производства. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, Да. вы в эфире. Да, здравствуйте. У меня 2 вопроса. Первый вопрос касаемо оповещений о имеющихся налогах, там, движимое, недвижимое имущество. Почему нет такой системы, как оповещение именно по почте, то есть на бумаге, как это было раньше? Скажем, даже для пожилых людей, для них сложно, там, кто-то с компьютером вообще не знаком, не могут зайти на известные сайты и увидеть, есть ли у них налоговая задолженность. Это первый вопрос. А второй вопрос хотелось бы узнать, если, допустим, я оплатила все имеющиеся налоги через вашу систему, через ваш сайт, система Сбербанк, через какое время будет меняться эта информация в личном кабинете о том, что долги и вообще налоги погашены? Спасибо. Ну, мы говорим, да, не о налогах, а задолженности, наверное, все-таки правильно, да? будет? Ну, здесь, наверное, как и разделили на 2 вопроса. То Да. есть первый вопрос, конечно, больше адресован налоговой службе, но есть определенная государственная политика, по которой определили, что порядка 80% граждан должны быть зарегистрированы у нас в электронной системе, то есть система госуслуг. Сейчас практически все, и паспорт делаем там, и налоги получаем. То есть и все сведения о штрафах, о налогах приходят, как правило, туда. Регистрация там достаточно простая, то есть сейчас и через многофункциональные центры можно это все сделать, осуществить. Поэтому почтовые отправления, они сейчас минимизируются максимально, потому что затраты вообще, может быть, дополнительные сойдут на нет, получается? Ну, если определено 80%, то 20% все равно вот остается на ту категорию граждан, которая по определенным причинам не может в электронном виде получать данные услуги. Наверняка, я думаю, так. Как это будет впоследствии развиваться, ну, как бы это вопрос, к сожалению, не ко мне. Второй вопрос, когда в случае оплаты задолженности, то есть я понимаю, что исполнительное производство, наверное, есть у нас, то есть своевременно оплачено не было. Если гражданин оплатил посредством Сбербанка, квитанции, там, электронным платежом, то есть как только информация поступает к нам, пристав ее проверяет, подтверждение, и принимает решение об окончании исполнительного производства. И, само собой, в базе, как правило, в течение суток обновляются данные, и через сутки задолженности уже не будет. То есть фактическим исполнением погашено. Получается, да? Да. В течение суток. Да, как правило. Хотелось бы вернуться вот к вопросу об алиментах. Вообще, насколько у нас в этом плане проблема актуальна, или в регионе, может быть, есть снижение такого острого вопроса? Проблема по алиментам, она актуальна, в том числе у нас в регионе, но учитывая, вот я работаю уже больше 3 лет, начинали мы с остатка больше 11 тысяч исполнительных документов, то есть вот на начало этого года у нас остаток был чуть-чуть меньше 9 тысяч, то есть 8 996. По концу года, то есть мы планируем, что у нас остаток не увеличится, возможно, даже немножко уменьшится, с учетом в том числе изменений законодательства. Последний, вот недавно мы проводили неделю назад с уполномоченными по правам человека, правам ребенка, прием дополнительный. Вопросов становится меньше у граждан, то есть либо уже более-менее все понятно, либо мы отрабатываем все-таки, вот, скажем так, на месте, через судебных приставов, сами принимаем. Самых злостных должников, как правило, последний раз мы к себе приглашали, в том числе служба занятости им сразу давала возможность трудоустроиться, конкретные рабочие места, чтобы можно было выплатить детям денежные средства. Они устраивались, там как бы этот вопрос решался? Им данные все даны, потом мы проконтролируем, посмотрим, устроились, не устроились, то есть пристав ему дает направление в службу занятости, и после этого в течение определенного времени смотрим, трудоустроился, если есть деньги, значит взыскиваем туда. То есть вы еще продолжаете контролировать? Нет, контролируем должника постоянно.
и принимаем меры, если он не платит. Да, Все пока не понятно, выплатит. ясно. Есть еще один у нас вопрос от телезрителя. Добрый день. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Я хотел бы узнать, в прошлом году мне приходил налог, я оплачивал как бы, но уведомления мне такого не было в прошлом году. Вот. А в этот год пришло, как бы оплатишь. Я оплатил все, но мне пишут, что я еще задолжен. Так, На каком основании, если я не получал никакого уведомления? ясно, спасибо. Видимо, имеется в виду, почему уведомления не было. Ну, нет, смотрите, здесь, наверное, опять вопрос все-таки в части налоговой службы, Да, но я как обычный гражданин, то есть точно так же должен платить налоги, как все остальные. То есть сейчас достаточно простая система, то есть можно войти либо через сайт госуслуг, через этот же сайт можно непосредственно войти на сайт налоговой службы. Там есть достаточно понятный расчет задолженности, как он происходит. То есть и там указано за предыдущие сроки, то есть пени, просрочка может быть какая-то. То есть может какая-то уплата не учтена. То есть я думаю, что здесь ему эти вопросы надо будет адресовать налоговой службе. Если это было взыскание уже через службу судебных приставов, то есть здесь пристав никаких уведомлений не направляет. То есть он возбудил исполнительное производство, об этом направил информацию должнику, и он должен получить информацию, подтверждающую об оплате. То есть можно просто связаться с судебным приставом, отправить ему эту квитанцию подтверждения и посмотреть, что там еще за задолженность осталось. Может быть, это не налоговая задолженность, может быть, какие-то пени, штрафы насчитаны за предыдущий период. Надо посмотреть. Да, я напоминаю, друзья, что у нас в студии сегодня главный судебный пристав Республики Коми, поэтому давайте, пожалуйста, все-таки вопросы формировать именно к приставам, к их работе, к налоговой службе, я думаю, вы найдете, как с ними связаться. И вот вопрос такой, хотел сказать, вот как раз электронные средства связи, насколько помогают в работе сейчас, насколько они у вас актуальны, вот я имею в виду в отношении должник, судебные приставы, то есть насколько вот это хорошо используется, скажем так. Мы тоже максимально стараемся для удобства граждан это все сделать в электронном виде. То есть сейчас можно узнать, являешься должником практически с любого гаджета. То есть можно скачать определенную программу и установить наше приложение, по которому можно узнать, являешься ли должником. Как только появляется информация о задолженности, сразу информируется, подписать можно, по-моему, до 5 человек. То же самое можно сделать по ГИБДД, то есть по налоговой службе. В случае, если являешься должником, там же практически из этого приложения можно оплатить посредством различным. Можно с карты платить, можно WebMoney, можно там электронными деньгами и так далее. То есть для удобства. Можно, если возможности нет, распечатать квитанцию, оплатить через Сбербанк. И там дополнительно еще различные услуги, ответы на самые часто задаваемые вопросы. То есть это все есть посредством нашего сайта. Где То есть электронные услуги у вас тоже постепенно развиваются? Ну, у нас они, я не знаю, наверное, не одни из первых, все-таки больше развития там налоговой службы. Но мы от этого не отстаем, учитывая мониторинг по всей Российской Федерации. То есть достаточно удобно, просто быстро можно оплатить, связаться и подтверждение тоже отправить. Есть у нас снова телезритель на связи, мне подсказывают. Добрый день. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. А вот у меня не вопрос. Я хотела бы поблагодарить судебных приставов. Всех. Случилась ситуация такая в 2016 году. У нас, кроме ипотеки, никаких ни кредитов, ни задолженностей нету. И в один прекрасный день пришли платить ипотеку, а у нас счет арестован приставами. Оказывается, нас перепутали, пошли к приставам. Все так быстро сделали, без нервов. Вообще, спасибо. Спасибо Очень приятно, я думаю, звонок. Спасибо вам большое. И вот как бы вдогонку к звонку тогда и вопрос. Как отношение людей вот к судебным приставам в своей работе? Чувствуете ли вы, что люди начинают понимать, что вы работаете как представители государства, и, соответственно, то, что они там задолженность какая-то есть, то они понимают, что обязаны это оплатить? Есть понимание? Как всегда поясняю, хоть мы и служба принудительного исполнения, то есть по большому счету орган как бы карающий, но на самом деле не так. То есть мы ведь не только забираем. В большинстве случаев решение суда это в том числе о взыскании заработной платы. То есть гражданин заработал, ему законно не отдают, то есть мы у того гражданина ничего не забираем. То есть мы у работодателя, который обязан свои права реализовать, то есть он обязан платить гражданину. То есть мы забираем у него денежные средства и отдаем человеку, который имеет право на них получить. Также многие там взыскивают со страховых компаний, то есть ущербы от причиненного вреда здоровью и так далее. То есть мы людям возвращаем то, что по закону они имеют право получить. Но, понятно, есть вторая сторона, с которой это принудительно мы взыскиваем.
По тем или иным причинам они не хотят или не могут это сделать, поэтому мы их возвращаем в лоно закона и заставляем платить. То есть те граждане, которые по закону имеют право это получить, там, определенную услугу, денежные средства и так далее, они это получают. То есть мы больше даем, чем забираем. Так что смотрите, друзья, на медаль с двух сторон, потому что одна сторона такая, а другая совсем иначе, как вы понимаете. Вот пройдемся, кстати, по некоторым вопросам, которые довольно часто задают. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель арестовать лицевые счета должника? Здесь еще раз разъясню. То есть если поступает исполнительный документ о взыскании с физического лица, с гражданина определенной суммы, у нас автоматически направляются запросы во все кредитные учреждения. Когда получаем информацию о наличии счета, то мы направляем в банк постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счету, в пределах того, что определено в исполнительном документе. Допустим, взыскание там, 1 000 000 рублей, там, или взыскание 100 тысяч, или 100 рублей, там, или 500 рублей. Банк, само собой, при наличии денежных средств, эти денежные средства списывает, направляет на депозитный счет должника. Но в большинстве случаев денежных средств недостаточно для оплаты. И это, скорее всего, прописано в кредитном договоре между физическим лицом и банком, где у них, как правило, блокируют этот счет, но блокирует его банк. То есть мы счет не блокируем, то есть мы только накладываем арест в пределах денежных средств. Все, которые поступают в пределах этой суммы, должны быть списаны и направлены судебному приставу. То есть, но есть различного рода денежные средства. Есть те, которые как бы списывать нельзя. Тогда необходимо обращаться к судебному приставу. Если банк неправомерно списывает денежные средства, не разобравшись, то значит необходимо будет прийти к приставу, об этом сообщить, можно проверить как бы и порядок списания банком. То есть даже можно восстановить каким-то образом? Ну, денежные средства у нас в постановлении банку направляется ссылка на закон, по которой определено, что банк должен установить природу денежных средств, и есть средства социального, допустим, характера, которые вот какие, списывать кстати, нельзя. Что вот нельзя списывать? Ну, там есть пособие на детей, есть пособие по инвалидности и так далее, и так далее. понятно. То есть те категории, по которым нельзя списывать, да. То есть них нельзя. Банк сейчас уже это намного лучше, то есть банки сейчас смотрят, проверяют и так далее. Сейчас таких случаев очень мало. Но мы сразу же, как и мое поручение и поручение директора о том, что незамедлительно разбираться с этими случаями и денежные средства, когда неправильно взысканы, возвращать. То есть нужно обращаться к нам, мы будем это делать. Это хорошо, что так внимательно относится. Вот такой вопрос. Каким образом можно ознакомиться с материалами исполнительного производства? Ознакомиться с материалами необходимо прибыть в тот отдел судебных приставов, где ведется исполнительное производство, прийти на прием к судебному приставу, он предоставит возможность ознакомиться, снять копии необходимые и так далее, разъяснит, что необходимо еще сделать, требования пояснит, вручит необходимые документы. А вот, кстати, в территориальном отношении у нас в республике в каждом муниципалитете есть представитель, ну, вот отделение судебных приставов. Да, у нас пока в каждом районе, но с учетом сокращения государственных органов, с учетом сокращения финансирования, периодически возникают вопросы по сокращению в том или ином районе. То есть у нас вопрос стоял сокращение судебных приставов в Кайгородке, в Устильме, то есть, по-моему, еще Княж-Погост рассматривали тоже по сокращению. То есть зависит здесь от возможности предоставления помещения судебным приставам и так далее. То есть там много факторов есть. А вот если сократят, то, получается, надо будет ездить в Сыктывкар? Скорее всего, будет межрайонный отдел какой-то, да? где будет определено. Допустим, вот Усть-Сильму рассматривали, это должно быть было в Ижме. Княж-Погост хотели сделать в Усть-Выме, и там необходимо было с 2 районов туда направлять. Кайгородок думали здесь в Визинге, наверное, так. Но пока удалось сохранить все отделы, да, пока работает. Это хорошо. Надеюсь, будет и дальше работать. Есть у нас снова телезритель на связи. Добрый день. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем, говорите. Я хотел бы узнать, у меня была карта сбербанковская. У меня сняли деньги счет судебного присуда. На каком основании могут без предупреждения снимать счет, ну, деньги как бы с моей карты? А у вас кредитная карта была или зарплатная? Зарплатная. Зарплатная. И давно это произошло? Это было 2 года назад. 2 года назад. Ну, давайте сейчас попробуем ответить на ваш вопрос. Смотрите, какой порядок. Если в отношении вас возбуждено исполнительное производство, есть решение суда о взыскании с вас задолженности, как я уже говорил, мы направляем запрос в кредитное учреждение, которое сообщает о наличии у вас открытых счетов. Неважно, это там банковская карта или у вас счет открытый там книжкой и так далее. То есть пристав при наличии счета в пределах этой суммы направляет постановление в банк об аресте и списании денежных средств в этой сумме. Вам направляется только постановление о возбуждении исполнительного производства, то, что вы знаете, и постановление о наложении ареста на счет тоже направляется.
В ряде случаев, то есть вы выбираете, вы можете проинформировать пристава и предоставить ему сведения, как вас информировать. Как правило, здесь направляется почтовым отправлением. Не всегда, к сожалению, до граждан доходит информация, не всегда они там сами получают ее и так далее. То есть можно предоставить электронный ящик почтовый, вам будет приходить все быстрее. Также можно сделать через личный кабинет. По какой-то причине, видимо, гражданину информация о возбуждении и о направлении постановления в банк не поступила. То есть, в любое время всегда можно при наличии задолженности с приставом связаться, указать возможные способы, как вам информировать. Можно и через электронную почту, через личный кабинет. Вас будет информировать, документ направлять будет приходить быстрее. В электронном виде все ходит быстрее. А вот если, допустим, например, у гражданина на счете 10 тысяч рублей, а он по каким-то причинам должен там 1000 рублей. Получается, что вот... У него спишется только 1000. 1000 рублей. Да, 1000 рублей. Ясно. Как правило, банк при поступлении данного документа в большинстве случаев просто блокирует счет. То есть уведомляется, что у вас еще карта заблокирована. А счет блокируется полностью, получается? Как правило, граждане сразу жалуются, пришло документ о том, что с вас списывают денежные средства, судебные приставы, мне карту заблокировали. Он говорит, у меня денег там хватает, почему вы не можете списать, почему блокируете? То есть блокируем карту не мы, не судебные приставы, это блокирует банк по каким-то условиям, которые прописаны в кредитном договоре. То есть, по Для нас сути, информация это закрыта. По сути, банк бы мог этого не делать, да? Нет, здесь это взаимоотношения гражданина с банком. Что это прописано уже в их договоре отношения. кредитном, мы не знаем. То есть мы списываем конкретно сумму, которая указана в исполнительном документе, указываем банку, списать только ее. Блокировать счет или не блокировать, там, блокировать карту, Блокирует это банк. взаимоотношения с банком. Все То есть ясно, надо понятно. уточнять в банке и смотреть у нас какая сумма. Есть у нас снова желающий пообщаться телезритель. Добрый день. Алло? Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Мы хотели бы спросить, получается, у меня муж получает платит алименты. 70%. Задолженность была 300 тысяч, сейчас уменьшилась меньше 200. И можем мы как-то сделать, что 50% хотя бы оплачивать? 50% вы имеете в виду каким образом? Получается 25 на 25 задолженность и алименты сами. Все, понятно. Хорошо, спасибо. Сейчас попробуем ответить. Категория взыскания алиментных платежей – это взыскание социально значимое на содержание ребенка. То есть, как правило, 70% это применяется по этой категории, когда существует задолженность. Здесь задолженность, слышали, порядка 300 тысяч рублей, уменьшилась она до 200, но тем не менее, как правило, пристав в этих случаях снижать не будет. Но в любом случае необходимо предоставить все документы об имущественном положении и так далее. Нужно рассматривать все обстоятельства, то есть рассматривать, что есть у должника. Работает, имущество, как погашал и так далее. Тем более я понимаю, что у него сейчас другая семья, там, видимо, тоже есть дети. Но, как правило, в этих случаях мы рекомендуем обращаться в суд за тем, чтобы суд определил, исходя из обстоятельств, насколько можно снизить данному гражданину вот это взыскание. То есть, может, даже конкретную сумму можем установить? Или там можно рассматривать, надо обстоятельства смотреть. То есть принять на основании всех документов. Сейчас порекомендовать конкретно нельзя. Но, как правило, то есть у нас по закону мы и при наличии такой большой задолженности определяем 70%. Но в любом случае, надо обратиться тогда в свою службу судебных приставов, да? Я думаю, что предоставить документы, но, скорее всего, все равно пристав отправит в суд для того, чтобы там при изучении обстоятельств рассмотрели и определили порядок. А вот как, кстати, рассчитывается задолженность по алиментам, если не установлена твердая денежная сумма? У нас, если нет сведения о месте работы должника и получения дохода, то она рассчитывается из средней российской заработной платы, которая Роскомстатом определяется. Из нее рассчитывается задолженность. Вот такой вопрос. Вправе ли судебный пристав-исполнитель перечислять взысканные денежные средства с должника в полном объеме на погашение задолженности по алиментам, а другие задолженности не погашать вообще? У нас есть в законе статья, где определена порядок распределения денежных средств, так называемая очередность. То есть есть исполнительное производство первой очереди, второй, третьей и так далее. Как правило, все денежные взыскания с гражданина, это, как правило, четвертая очередь. Алименты – это у нас первая очередь идет, взыскание. Поэтому, если не погашена первая очередь, то на вторую очередь не перечисляется. Само собой, пока не погашается вторая очередь, третью тоже не поступает денежные средства. Очередность есть определенная. Да, и есть порядок распределения по исполнительным производствам, может быть, несколько взыскателей в отношении должника. То есть там уже распределяется между ними пропорциональной сумме. Все понятно. А за какой вот период судебный пристав-исполнитель может рассчитать задолженность по алиментам, если лист не был ранее предъявлен в службу судебных приставов? Но здесь надо проверять срок предъявления исполнительного документа, если не истек. Но алименты рассчитываются с того момента, как указывается в решении суда. Там указано, с какого момента взыскиваются данные алименты. А если вот должник уволился из организации, вот какой алгоритм получается действий у бухгалтера?
Ну, в постановлении судебного пристава, когда направляется на исполнение исполнительный документ, там как раз указывается, что при увольнении данного работника бухгалтер должен проинформировать о выплатах, которые были произведены, и вернуть исполнительный документ судебному приставу для произведения дальнейших принудительных действий. А в какой отдел судебных приставов необходимо обращаться с заявлением о проверке бухгалтерии работодателя-должника? Это надо обращаться по месту ведения исполнительного производства, то есть к тому приставу, который возбудил исполнительное производство и который либо направил документы туда на исполнение, то есть на взыскание заработной платы, то есть, как правило, либо по месту нахождения организации данной, где располагается в районе, допустим, в каждом районе есть отдел судебных приставов. Ну вот вы говорили ранее, как у нас, кстати, если, может быть, повторимся, даже ситуация с возвращением зарплат работникам благодаря службе судебных приставов. В этом плане есть положительная динамика? Положительная динамика есть, остаток у нас небольшой, взыскание достаточно эффективно, работодатели понимают, но есть как бы и возбуждение уголовных дел со стороны Следственного комитета, само собой это активизирует и денежные средства выплачивают. Есть, правда, организации, у которых они банкроты, то есть платить они физически уже сейчас не могут, там документы должны быть возвращены конкурсному. По взысканию, по всем цифрам мы как раз информацию размещаем, можно посмотреть у нас на сайте. То есть сейчас остаток у нас порядка 935 исполнительных производств. А общая сумма там известна? Осталась. Общая сумма там порядка, по-моему, 40 миллионов. Но из них порядка 600 исполнительных производств – это банкроты. То есть те организации, которые фактически прекращают свое существование, у них никаких выплат не идет, у них прохождения по счету ничего нет и так далее. Это получается, что работник не сможет получить свои деньги? Нет, ну да? почему? Нет. Там будет процедура определена, будет определенный конкурсный управляющий, на стадиях определенных, то есть мы оканчиваем исполнительное производство, возвращаем туда, будет собираться все имущество, все возможные средства, которые будут конкурсным определены и в порядке очередности распределены между гражданами, кредиторами и так далее. То есть возможность получения денежных средств здесь у граждан есть. То есть мы-то, как правило, это то, что мы достаточно быстро можем найти, какие-то ресурсы организации, арестовать имущество. Вот как, допустим, здесь, как я и говорил, в Ижме арестован у них автобус. То есть либо они быстро заплатят, либо мы реализуем автобус и гражданам денежные средства вернем. То здесь стараемся не задерживать. Вот это, кстати, аукцион по реализации взысканных средств, насколько, скажем так, пользуется спросом и насколько хорошо удается какие-то средства оттуда выручить вообще? Ну, пока достаточно малоэффективно. У нас проводит эти все реализацию, проводит Росимущество, организация, которая у них выиграла тендер. Мы направляем имущество туда, и они это реализуют. Что-то посредством процедур аукционных, что-то посредством продажи, то есть в зависимости от суммы, в зависимости от ценности имущества, то есть определенный порядок ее реализации. Но пока достаточно маленькая сумма реализуется через данные инструменты. Как правило, либо это сподвигает должника самого сразу оплачивать еще направление имущества на реализацию, то есть и потом он отзываем это имущество, возвращаем обратно, он оплачивает долги. Либо ряд имущества, конечно, продается. Ну, как правило, это квартиры, автомобили, то есть вот эти более-менее реализуются вот эти категории. Да. Ясно. Друзья, продолжим нашу беседу после короткой рекламы. Напомню, что у нас сегодня в студии главный пристав Республики Коми, главный судебный пристав Республики Коми. Если у вас есть вопросы в финальной части программы, вы их можете задать. Наш телефон 46 90 60. Сейчас уходим на рекламу. Продолжается, друзья, рабочий полдень в прямом эфире на Юргане. Наш телефон 46 90 60. Сегодня мы говорим о работе службы судебных приставов в Республике Коми. У нас в студии главный судебный пристав Республики Коми Андрей Торхов. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. У нас еще есть несколько минут прямого эфира. Ну и мы сейчас продолжим. В преддверии Нового года, конечно же, помимо того, что наши россияне, наши сограждане поедут отдыхать на наши юга, как ни странно, встречать Новый год и в Крыму в том числе, поедут и за границу. И чуть позже мы узнаем, каким образом можно избавить себя от долгов, если они у вас есть, друзья, и все-таки улететь на долгожданные новогодние каникулы. Ну а сейчас, конечно же, пообщаемся с телезрителем. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если задолженность по электроэнергии 6 тысяч, и у пенсионера прожиточный минимум ниже, могут ли 25% вычесть с пенсии? Узнали мы об этом, когда только пенсию получили? Даже не знали. Спасибо. У нас определено в законе
об исполнительном производстве, о том, что может взыскиваться до 50% денежных средств у гражданина. Необходимо, то есть я понимаю, вопрос идет о снижении процента, взыскиваемого с пенсионера. Для этого необходимо идти к судебному приставу, ему предъявить все документы, в том числе о денежных средствах, получаемых данным пенсионером, и там уже рассматривать. Но опять, как правило, скорее всего, судебный пристав при наличии определенной задолженности 6 тысяч, если общая задолженность, то взыскание даже пусть там 25%, то есть определенная часть уже погашена, тем более, если узнали там 2 месяца, я думаю, что как раз к приходу судебного пристава, скорее всего, задолженность будет уже вся погашена. То есть вопрос, он сам по себе отпадет. Но о размере задолженности и взыскания необходимо обратиться к судебному приставу, чтобы определить, какой размер будет. Но, как правило, скорее всего, все равно здесь вопрос достаточно сложный. Как правило, здесь обращаются в суд об изменении вот этого порядка, сколько необходимо взыскивать и так далее. Но учитывать нужно в том числе и прожиточный минимум. Ну, может быть, действительно к судебному приставу стоит обратиться? Да, нужно обратиться к приставу, предоставить все документы, посмотреть обстоятельства, которые есть, и в конкретном случае принимать. То есть я по таким вопросам в том числе и сам принимаю, и мои заместители принимают. То есть, так что обратитесь в территориальный орган судебных приставов. Да. А есть у нас еще телезритель на связи. Добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. У меня вот такой вопрос. Вот в терминале я, как бы сказать, просмотрела свою задолженность по СПО-листам. И могу ли я вот сама частично их погашать? Спасибо. Как уже неоднократно говорил, то есть наш сайт дает возможность, то есть, когда увидели свою задолженность, есть исполнительный документ определенный, и там есть возможность, есть кнопка, написано «Оплатить». Ее нажимаете и выходите в следующий интерфейс, и там есть возможность оплаты, любая, любыми способами, то есть в том числе и банковской картой, и посредством других ресурсов, там Яндекс.Деньги, и Робокасса и так далее. То есть и сразу же оттуда вы имеете право погашать ее, эту задолженность в том размере, в котором вы там можете осуществлять. Но, само собой, необходимо пристава все равно проинформировать о том, что вы оплачиваете. Если возможность есть оплачивать частично, значит, необходимо прийти к приставу, изложить обстоятельства и указать, то есть, ваши доходы, из которых вы будете в каком-то размере это оплачивать. То есть нужно будет определить. Но, тем не менее, все равно у вас арест на ваши счета, на ваше имущество будет наложен. Как правило, если добровольный срок, не уплачена задолженность. Итак, вот вернемся к тому вопросу, о котором начал после новостей говорить. Если кто-то собирается на новогодние праздники за пределы России, ну и в принципе на отдых за пределы России, как узнать свою задолженность и что делать, если она есть, как оплатить ее? Без исключения всем гражданам, даже те, которые считают, что задолженности у них нет, будет не лишним при планировании своего отпуска, даже выезда сюда на наши российские курорты, это не важно. То есть у вас может появиться задолженность какая-то там по госпошлине, по невыплате каких-то, не знаю, там, задолженностей по налогам и так далее. То есть если появляется задолженность у нас, то, как правило, получая ответ из банка о наличии счетов, мы туда направляем постановление об аресте и списании денежных средств в размере суммы. То есть, как правило, банк вам может, все-таки не исключено, может вам заблокировать данную карту. То есть, поэтому я всем предлагаю и советую воспользоваться нашим ресурсом, посмотреть себя в банке исполнительных производств. И, в принципе, гаджеты сейчас есть у всех, подписаться. Это будет вам приходить в автоматическом режиме. И, само собой, проверить себя при наличии задолженности, то есть в отношении вас может быть вынесено ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Таких у нас граждан по Республике Коми более 21 тысячи вынесено. Поэтому для того, чтобы вам выехать, вам необходимо определенное время, необходимо оплатить задолженность и своевременно, незамедлительно проинформировать пристава. Тогда уже определенным способом он будет снимать все аресты, ограничения и так далее. То есть, как правило, если узнаете это в аэропорту, то, скорее всего, возможности снять не будет, вы не улетите. То есть лучше постараться... Да, лучше сделать заранее, посмотрите, проверьте себя. Даже если нет долгов, не лишним будет в этом ресурсе посмотреть. Хорошо. Андрей, ваши пожелания, пожалуйста, телезрителям республики, как со стороны вашей службы. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья, удачи, благополучия. Ну и не становиться должником. А если даже это возникает, то есть определенные выплаты, по которым гражданин, он же может быть добросовестный, просто своевременно не получил информацию. Найти в ресурсе себя, своевременно оплатить, проинформировать пристава и не получать никаких ограничений.
Всем счастья, добра, удачи, с праздником. Спасибо большое. Я желаю тоже понимания вас со стороны граждан, тоже вам со стороны граждан в вашей работе. Ну и чтобы все долги все-таки были взысканы, так или иначе. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, напоминаю, что посредством функции управления и просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. До встречи завтра в рабочем полдне и всего хорошего. До свидания.